Bayan, Çuvaş Halkı Ünyer Akademi, Tıvan Halkı'nın Guycülüne Tüpçegenzen, Şavrazilene iptiret. Kavaşnak Astegenzem Numay, Şambada'yı bir Nigamada Prasta Horastı Mermer, Vara yer gibi hayat var. Kalaju bir sinci minutran var. Mola var. Mercedes bir perteket yerinde. Perteket kena. Kale bezma Türkiye Keşfirge Muşarma Çuvaş Halkı Ünyer Akademi вице-президентне Ефимов Лев Архипович, профессора истории Союзен докторня. Добрый день, уважаемые друзья. Вот тут регистрация у нас прошла. Сколько человек? 30 человек. Около 40 человек заявлено на сегодняшнем круглом столе. Ну, как вы помните, по решению у нас принимали план на этот год в Академии. Значит, приняли решение провести вот в таком формате круглый стол. Круглый стол по вопросам, по проблемам этногенеза чувашского народа. Ну, тут из регистрации видно, что представлены не только из Чувашской республики, представители чувашской диаспоры, из Ульяновской области, из Татарстана. Также заочно участвует из Башкортостана, один учитель там прислал. То есть кворум для работы имеется, ну, в принципе, мы уже открыли, да, Петя? Ну, вкратце, я не буду особых докладов, как таковых, наверное, не будут. Но, тем не менее, я хочу сказать вкратце, как вот эта проблема у нас рассматривалась в 20 веке и как вкратце вот дела обстоят по проблеме этногенеза. Хочу на этом остановиться. Хочу отметить, что проблема этногенеза чувашского народа принадлежит к числу интереснейших, но все еще недостаточно разработанных проблем как отечественной историографии, так и нашей региональной историографии. В данной проблеме во второй половине 20 века проведено достаточное количество различных научных конференций, научно-практических конференций. Я хочу вспомнить, в частности, по линии Российской академии наук, данной проблеме было посвящено отделение ран, специальная конференция. Также вопрос об этногенезе был предметом обсуждения на научных совещаниях, на конференции по линии Чувашского научно-исследовательского института. То есть были тогда в 50-56 году проводились эти конференции с приглашением большого числа специалистов. Вот. Ну и, скажем так, значительным шагом в разработку вопросов этногенеза был сделан научной сессии 1957 года. По линии, значит, проводилась в научно-исследовательском институте. В основных докладах, сообщениях, выступлениях выдвигались убедительно аргументированные положения о болгарском происхождении Чувашии. Но, однако, и после этой конференции, и сейчас в литературе, вы сами видите, читаете, имеют место различные точки зрения, расходящиеся как аргументации, так и выводы. Но это нормальное явление, когда дискуссии, споры, оживленные, это приводит, в конце концов, к истине, к правде. Ну, я вкратце хочу напомнить, хотя, наверное, Америку не открою, тем не менее, какие же версии, какие же теории, гипотезы на сегодняшний день у нас имеются по этногенезу чувашского народа. В разные годы, в разные века, даже уже 3 век, в 18 веке как начали изучение, научное изучение вот этой проблемы, учеными выдвигались, да не только учеными, и краеведами, различные теории происхождения Чувашии. Так, например, в 18 веке сложилась финно-угорская теория происхождения. Вот эта теория, она рассматривается в трудах Туммана, Энгеля, Фирсова и ряда других. То есть в их трудах была выдвинута гипотеза о принадлежности чувашей
к финно-угорским племенам. В XIX веке появляется еще одна теория, теория славянского происхождения булгар, которая распространялась также, как и на потомков чувашей, но одним из основоположников, кто развивал, кто продвигал, разрабатывал эту теорию, был Венелин. Вот он считал, что гунны, хазары, авары, готы и даже франки были славянскими племенами. В XIX веке Александр Фукс и венгерский ученый Хун Фальви стали отстаивать гипотезу о хазарском происхождении чувашей. В середине XIX века Збоев выдвигает теорию буртасского происхождения чувашей. И эту теорию поддержали Риттих, Рогозин, Майнов. В дискуссии со славянской теорией в середине XIX века сложилась болгарская теория. Ну, в литературе пишут и булгарская теория, болгарская. Тут понятно, значит, о чем речь идет. Одним из основоположников этой теории является Шафарик. Вот он, изучив источники, установил генетическое сходство булгар с гуннами. Ну и в развитии булгарской теории, надо отметить, важную роль сыграл сбор и расшифровка клопотом надписей булгарских на могильных памятников на территории бывшей Волжской Булгарии. И другой исследователь Кунник впервые высказал необходимую теорию о родстве булгар, хазар и тюркских племен. Что касается, значит, я не буду сейчас даваться подробности булгарской теории, ну, наиболее она считается состоятельной на сегодняшний день. Что касается в советские времена, в первые годы советской власти, когда развернулось краеведческое движение в обществе изучения Чувашского края, где работали видные наши краеведы, которые стояли у истоков, скажем так. Вот. Появляется в первый год советской власти автохтонная теория Николая Яковлевича Марра. То есть, согласно этой теории, как вы знаете, чуваши, грубо говоря, не пришельцы, а формирование чувашской этноса происходило на этой территории. То есть мы жили здесь 1000 лет назад и живем, скажем так, грубо. Вот такая теория. Я уже говорил, значит, в 1956 году при Чувашском научно-исследовательском институте проходила конференция с целью объективного анализа новых данных, археологии, то есть по данным археологии. То есть освещать вот эту проблему, изучать одного, конечно, нельзя. То есть надо смотреть, какие данные археологии, антропологии, языкознания и, конечно же, фактических материалов, анализа накопленного. Ну, сегодня очень приятно, что присутствуют многие наши, не только историки, и археологи есть, и филологи. То есть вот только так, при таком подходе можно, наверное, и нужно спорить, дискутировать, и, наверное, к какому-то моменту мы придем в итоге. Но что касается, я вкратце по конференции 1956 года, там вот и комплексный подход к этой проблеме, он и наблюдался, и соблюдался. В частности, обсуждался лишь доклады Смирнова, он выступил археологической памятникой Чувашии, проблемы этногенеза чувашского народа, и Серебренников, он выступил по теме происхождения чуваш по данным языка. Также выступили Денисов Петр Владимирович по данным этнографии. Некоторые положения выступления Дмитриева Василия Дмитриевича сводятся к признанию чувашей путем ассимиляции булгарами, суварами, финно-угорскую часть марийского населения. Другой чувашский историк Иван Данилович Кузнецов тоже выступил на той конференции. Он указал, что чуваши потомки булгар. Чувашский язык был языком волжских булгар, языком не только разговорным, но и письменным, счетоводным, как он указывает. Ну и также надо отметить, что сессия 1956 года, хотя и сделала шаг вперед в решении вот этой проблемы этногенеза, истории древних предков чувашей, но все-таки оставила какие-то вопросы, невыясненные вопросы. В 1965 году Василий Филиппович Каховский выпустил книгу, многие вы знаете,
монографии происхождения чувашского народа. В 2000 году было переиздание этой работы, где также, скажем, впервые в исторической науке Василий Филиппович Каховский освещает сложный процесс формирования чувашского народа. Ну, вы знаете, что чувашский народ – это крупный этнос. На земле на сегодняшний день сколько? Более 4000, да, народов. Вот. Крупными считается, то есть свыше 1 миллиона 325 народов, народностей. И чуваши как раз относятся к этому этносу, то есть крупным этносам, свыше 1 миллиона. Но по антропологическим данным тоже вот этот вопрос он рассматривался на конференциях, не только на конференциях, которые проводились в Москве по линии РАН в 50-м, 56-м, 57-м году и на других конференциях. Вот, значит, по данным фрагментарных антропологических обследований, значит, у чувашей черты монголоидные, я вот приведу статистику, доминируют у 10,3% чувашей, 68% относятся к смешанным монголоидно-европейским типам, и 21% это представители различных европеидных типов. То есть только вот эти данные подтверждают, говорят об ответственном подходе. У нас, тем более, на территории Чувашии сегодня проживают свыше 60 народностей, то есть национальный состав. То есть я хочу сказать, что вопрос он серьезный и ответственный. Значит, полемику сегодня по проблемам этногенеза ведут наши казанские товарищи историки, не только историки, и соседние. У нас есть разногласия по каким-то вопросам, но это нормальное явление. Вот поэтому я не буду даваться подробности. Тут, наверное, круглый стол, тут не планируется какие-то большие доклады. Поэтому, значит, вот вкратце я рассмотрел краткую историю проблемы, как рассматривалась у нас в Чувашии. Ну и сегодняшнее мероприятие происходит. И мы очень надеемся, что, значит, будут сообщения, интересные доклады, будет дискуссия, полемика. Это нормальное явление. Спасибо. Тогда вышли ваши. Чувашская колосиндава. И всяк мероприятие и билетнича президиум яжбе Хамар Хасан члендан академии члендан история слоизен докторы Тарфаев профессор Геннадий Ильич Таргашин. Я вкратце скажу о структуре сегодняшнего мероприятия. Значит, президента вы знаете, Ивана Архиповича тоже знаете, доктор наук. Общее количество 34 человека у нас здесь присутствует. Здесь и профессора есть, и доценты есть, и научные работники. И главное, конечно, здесь собрались представители или члены, скажем так, Академии наук и искусств, то есть краеведы. То есть это нормальное, хорошее явление. То есть вместе вот так собраться историки, собраться краеведы и вместе провести по плану Академии наук и искусств круглый стол этногенез чувашского народа. Как думаем проводить дальше? Мы решили, как чуваши... Может, хорт пашта задуган, ханаден где все-таки? Вот мудрый вы, мудрый. Вот я только к этому хотел перейти. Не зря Тимур говорят. Вот, значит, по часовой стрелке будем выступать в пределах 7 минут, как президент сказал, 5-7 минут. Потому что мы здесь до часа. Вот, то есть по часовой стрелке. Может, всех представишь Нет, по думаю, фамилии? не будем представлять. Почему? Потому что список есть. Повторять, затянем время. Вот, Тимур, каждый представится и по своей проблеме выступит. Вот мы никто не ограничен по проблеме, кроме тематики. То есть тематики, говорят, хронология. 5-7 минут, не больше. И я бы хотел словом в начале, у нас есть девушка, пришла из педагогического университета, она исполнит несколько произведений. К сожалению, ну, скажем, на русском языке, вот так, ну, хорошая песня, она на первом курсе очень хорошо поет. Пожалуйста, сюда, там неудобно. Сюда выйдите, и потом, да, вот